Экзамен на профессиональное мастерство сдают не только спортсмены, но и их наставники. В рамках образовательного семинара Национального союза айкидо России лучшие сенсеи страны прошли обучение на платформе Таврида Арт. С участниками курсов повышения мастерства пообщался наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Последнюю неделю лета арт-кластер Таврида стал местом проведения спортивно-образовательного семинара, инициаторами которого стали Национальный союз айкидо России и Академия Меганом. 80 лучших молодых наставников, в их числе были два представителя Республиканской федерации айкидо Семен Паркаев и Сергей Крылов, в течение 7 дней повышали мастерство не только в совершенствовании пути воина, но и в искусстве каллиграфии, игры на флейте, чайной церемонии и дзен. В этом году мы сделали акцент на повышении квалификации наших тренеров. Это очень важная работа. Особенно сейчас в свете современных требований перехода тренеров на тренеров-преподавателей. И поэтому мы смогли отправить 2 наших инструкторов на образовательную программу Национального совета айкидо Таврида. 148-часовое погружение в будо и гейдо пополнили актив молодых тренеров дипломами государственного образца повышения квалификации. Полученные знания и навыки помогают наставникам не только выстраивать тренировочный процесс, но и найти индивидуальные подходы к подопечным. Я начинающий тренер, и как раз-таки поэтому мне нужно было понять, как распределить себя к каждому ребенку, как завоевать тот самый авторитет. И как раз-таки этому и научили нас на уроках психологии. Тренерский стаж обладателя 2-го дана айкидо Семена Паркаева насчитывает уже 1,5 десятка лет. Впрочем, как отметил ведущий инструктор профильной Республиканской федерации, ему было чем пополнить свой багаж знаний. Ведь айкидо – это боевое искусство, которое органично переплетается с гейдо, в которое входит и игра на бамбуковой и японской флейте. Воспроизвести звуки через бамбуковую флейту у меня не получилось, но моя душа требовала реализации этого искусства, и я исполнил это через свои органы, через губы, через дыхание. Примерно это выглядит так. Айкидо – боевое искусство, в котором физическое совершенствование невозможно без духовного роста. И сегодня в Чувашии им занимаются около 200 человек. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.